Вот твоя тренерская карьера началась в 2017 17 году. То есть каким образом, кто тебя сподвиг вообще вот на пойти тренерство. в тренерство? В 2017 году я еще был действующим спортсменом, и Сергей Желсанович Замбалов в то время был президентом Федерации борьбы Республики Бурятия и неожиданно так предложил стать старшим тренером по юниорам. Для меня это, конечно, очень интересное предложение было. Я хотел себя проверить в чем-то новом. Ну и не думал, не задумываясь, согласился. И сейчас я не жалею. Это прямо, знаете, работа такая, которая мне нравится. Ну, вообще тренерская работа. Ну ты же одновременно и выступал как спортсмен, и Да. при этом еще и тренировал. А сложно вообще вот так вот брать и совмещать вот такие вещи, как бы успевать и в зале, и еще и наблюдать за самой ситуацией в зале, и самому выходить на ковер? Ну, роль играющего тренера, она, наоборот, как-то полезна, если ты действующий. Ну, где-то что-то показать, где-то ошибки. И сам учишься. На чужих ошибках и сам учишься, и детей, ребят учишь, как не совершать вот эти ошибки. А сложности были, конечно, там по линии документации. Ну, там много нужно бегать, там, заполнять, там, документы собирать. Там. В этом плане времени немного не хватало, когда ты утром, вечером тренировки проводишь, между тренировками еще по документации бегаешь, или какие-то турниры, первенства организовываешь тоже. В этом немножко так есть тяжесть, но она терпима. А вот что ты мог бы сказать о своем первом тренере, и вот который в дальнейшем, то есть уже из молодого возраста тренировали тебя? Ну, первый тренер у меня в деревне, их двое, Цыденов Самбуд Амдинович и Алзубоев Александр Николаевич. Они меня привели в борьбу и, в общем, дали толчок, хороший толчок. Такой, что я вот с первого турнира, прямо, который поехал, сразу выиграл и выиграл, зная 2 приема, выиграл Это турнир. когда и где было? Я уже не помню, какой год, но это был в Джиде, было в Джидинском районе, в своем районе, в селе Верхние Чоты. Тогда всегда проводился турнир каждый год, турнир памяти Гамбоева. Вот этот турнир выиграл, и у меня такой интерес появился. А так, основную школу, конечно, мне дал мой тренер Гырыл Даржиевич Цендемеев. И он же передал меня к олимпийскому чемпиону Анатолию Алексеевичу Белоглазову, у которого я в основном такую взрослую технику вот у него научился. И, ну и старался, когда в сборной команде страны был, там 9-й, 10-й, 11-й года, я прям наблюдал все время за кавказскими тренерами, как они тренируют, как они подходят к тренировочному процессу. Все это старался запоминать. Не знаю, для себя запоминал, чтобы как-то тренироваться, ну, подражать им. Но так получилось, что это мне пригодилось в тренерской деятельности. Я не думал, что я тренером стану, но когда стал, я вот начал понимать, что не зря я запоминал, не зря я обращал внимание на все эти тренировки, которые там проводились и которые мои тренера проводили. Сейчас у тебя основные как бы воспитанники, вот ты говорил, что там Шерстепанова братья, да, есть вот, Даша, например, он вообще, ну, как бы он старший уже, взрослый борется. У меня вот из взрослой группы это Даша Шерстепанов и Алдар Бажимаев. Они, конечно, уже перешли ко мне готовыми ребятами. Им особо ничего, как бы, можно сказать, не показывал. Ну, мелочные нюансы, совсем мелочные. Ну, я думаю, все равно это какой-то, может, толчок дал им. Ну, а так, среди молодежи, среди юниоров, у меня, в принципе, неплохие ребята есть. Сейчас уже 2 мастеров спорта выполнили. Есть еще на подходе ребята, кто уже готов, должен выполнить в ближайший год-два
Это вот Рдем Шарастепанов, братишка Даши, и Саян Жикзумай. Они в этом году выполнили норматив. Шарастепанов Рдем в 2019 году выполнил, Жикзумай в этом году выполнил. Ну и есть ребята, которые еще могут работать, должны уже с этого года тоже выполнять мастера спорта. А как вот ты, я знаю, ты уже умеешь вот так, глядя на спортсмена, взять, посмотреть и сказать, ну да, вот из него может быть толк? Или Да, видно, видно. каким образом это видишь? В основном я вот смотрю ребят, как они двигаются. Ну, движение там показывают, быстро ли усваивается. Это самое главное, когда вот ты показал, скажем, маленькому мальчику прием, да, показываешь. Он, если на лету схватывает, это очень хорошее качество, значит, можно с ним работать. Можно его обучить куда легче, чем человека, который там с 10-го, с 20-го раза только понимает. Ну и среди них бывают ребята, которые достигают больших результатов за счет своего упорства, за счет своего трудолюбия. Ну, основные это признаки, когда человек сходу схватывает прием, который ты показал. Вот. Ну и во время борьбы так бывает, смотришь вот школьников, в глаза смотришь, настрой, как настраивается. Да тоже заметно, очень сильно заметно. Меня этому особо никто не учил, я, наверное, просто, когда сам боролся, я всегда смотрел человеку в глаза, руки, там, как настраиваться со стороны, со своих соперников смотрел. Когда человек неуверенный, ходит, глаза потухшие, там уже процентов 80-90 уже уверенный, я же должен выиграть. А когда человек настраивается сильно, прям огонь в глазах горит, тогда уже знаешь, что нужно попотеть с ним, чтобы выиграть, нужно потрудиться. И также в этих ребятах видишь, как они настраиваются, как они работают, как они готовятся. От этого уже видно, с ним можно поработать, нельзя поработать. Такие качества. Ясно. Ну все, спасибо.